рисковать своей популярностью ради абстрактных идей, мира и демократии, прагматично ориентированные армянские и азербайджанские государственные деятели и дипломаты, скорее всего, не будут. С началом 2019 года активизировались дискуссии по поводу перспектив урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Одна за другой выходят публикации, в которых авторы предсказывают скорую развязку многолетнего этнополитического противостояния. Называются даже возможные сроки дипломатической сделки по районам, прилегающим к территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Но насколько обоснованы такие ожидания? И можно ли считать договоренности, к которым гипотетически могут прийти представители Баку и Еревана при помощи Минской группы ОБСЕ, прочным фундаментом для мирного решения? Любые предположения и теории возникают не в безвоздушном пространстве. Нынешний всплеск дискуссии о карабахском урегулировании происходит на вполне определенном фоне. Только что в январе прошли переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Заграбом Нацаканином и Эльмаром Мамедеровым. Страх и Карабах, экс-власти призывают Пашиняна консультироваться не с Алиевым, а с Арксеном больше, чем главы МИД двух кавказских государств общались в течение более 4 часов, а по итогам их встречи появилась формула подготовки народов к миру. Заметим также, что в канун новогодних праздников азербайджанский министр сделал заявление о том, что вместе со своим армянским коллегой они, впервые за долгое время достигли взаимопонимания. И хотя из последующих объяснений Еревана следовало, что поводов для значительных дипломатических прорывов нет, декабрьские тезисы Мамедерова запомнились. А далее на полях Всемирного экономического форума в Давосе прошла неформальная встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, уже третья по счету в таком формате. Следует отметить, что именно в ходе таких переговоров лидеры двух стран ранее договорились о создании каналов быстрой связи для реагирования на вооруженные инциденты. И действительно, в течение последних нескольких месяцев можно наблюдать деэскалацию на линии соприкосновения конфликтующих сторон. Но тождественно ли некоторое снижение турбулентности вокруг Нагорного Карабаха продвижению к урегулированию многолетнего конфликта? Думается, ответ на этот вопрос лучше всего начать с принципиально важного напоминания. Уже не первый раз эксперты и журналисты, пишущие о Карабахе, совершают одну и ту же ошибку.
Они попадают в ловушку сиюминутности. Так было в апреле 2016 года, когда каждый инцидент на линии соприкосновения и вдоль армяно-азербайджанской границы за пределами непосредственной зоны конфликта рассматривался как повторение четырехдневной войны. А в канун важных саммитов и переговоров, самым ярким примером здесь, пожалуй, была встреча в Казани в июне 2011 года. Напротив, делались прогнозы о скором заключении мира или, как минимум, достижении договоренностей по имплементации базовых принципов. Спор между Москвой и Баку, или что нужно почитать дипломатам Армении до встреч по Карабаху больше, чем то есть события сегодняшнего или вчерашнего дня рассматриваются под увеличительным стеклом, а более широкие контексты либо игнорируются, либо воспринимаются без должного внимания. Между тем, следует ответить на простой вопрос, почему конфликт, неразрешаемый годами и десятилетиями, в мае 2019 года исполняется четверть века заключению соглашения о бессрочном прекращении огня в Нагорном Карабахе, вдруг должен быть урегулирован после одного-двух заявлений министров, глав правительств или дипломатов-посредников. Могут ли публичные заявления, транслируемые мифы и стереотипы сами по себе стать тем демиургом действительности, который сдвинет с мертвой точки не только бюрократическую инерцию, но и общественные умонастроения? Ни один из соцопросов не фиксирует растущего желания армян и азербайджанцев достичь компромисса. Нет, конечно, о мире много говорят и в Баку, и в Ереване. Но вопрос в том, что под миром каждая из вовлеченных сторон по-прежнему понимает нечто принципиально разное. И даже базовые принципы урегулирования интерпретируются избирательно. Если для сопредседателей из Минской группы ОБСЕ принципы территориальной целостности и национального самоопределения равноценны, то для Баку и Еревана только один из упомянутых принципов имеет приоритетность. То, о чем говорят сейчас представители Армении, Азербайджана и страны-посредники, давно известно. И нет нужды изобретать здесь велосипед и строить конспирологические теории разной степени достоверности. На столе переговоров вопросы о статусе Нагорного Карабаха, деоккупации районов, смежных с территорией бывшей НКАО, и возвращении беженцев. На первый взгляд, все просто, но сложности, как всегда, в деталях, а именно в первоочередности действий и гарантиях их выполнения. И вот здесь возникают трудности. Да, коридор, связывающий Карабах и Армению, нужен. Все здесь единомышленники. Но какой длины этот коридор? Только Лачинский район, часть этого района или Лачин вместе с Кельбаджаром. Референдум о статусе Карабаха.
Что тут неясного? Прежде всего, состав участников и то, кто и как будет определять итоговый результат. В условиях стремительной деградации международных институтов и международного права обозначенный выше вопрос отнюдь не досужие любопытство. Полагать, что эти проблемы можно разрешить в течение пары переговорных раундов потому лишь, что кто-то сделал оптимистическое заявление, наивность. Договоренности в Вене и Петербурге преданы забвению Саркисяна-Карабахском процессе больше, чем, пожалуй, самое главное, что стоит иметь в виду всем, кто пишет про перспективы урегулирования в Карабахе. Любое соглашение – это не конец пути, а только начало. Договоренности на бумаге надо еще реализовать на практике. История конфликтов знает немало примеров того, как достижение мира приводило затем к противостояниям внутри социумов. Вспомним хотя бы ситуацию в Ирландии в 1920-х годах. Мир с Великобританией привел к внутриирландской гражданской войне, в которой вчерашние единомышленники начали истреблять друг друга. Причина проста: разные отношения к цене уступок. Этот сюжет очевиден любому политику в Ереване и в Баку. И рисковать своей популярностью ради абстрактных идей, мира и демократии, прагматично ориентированные армянские и азербайджанские государственные деятели и дипломаты, скорее всего, не будут. Внешнее же давление на них со стороны Запада и России в условиях конфронтации между ними не будет системным и консолидированным. Берясь за исследование карабахской проблемы, надо также иметь в виду, что этот вопрос не только конфликт между двумя кавказскими республиками. И не только сюжет геополитических игр вокруг турбулентного региона. Это не в последнюю очередь внутриполитический вопрос. В истории постсоветской Армении и Азербайджана немало примеров, когда политики, противостоявшие друг другу, использовали аргумент о предательстве и сдаче для дискредитации оппонента. Противники первого президента Армении говорили о готовности Левона Тер-Петросяна к сдаче Арцаха, а их оппоненты апеллировали, что сам Роберт Кочарян в 1999 году был близок к тому, чтобы принять план обмена территориями, передачу Мигринского района в обмен на Карабах. Те, кто поддерживал Тер-Петросяна, также упрекали Кочаряна и Сарксяна в том, что они потеряли отдельное представительство НКР на переговорах. В азербайджанском случае политика,
по большей части, носит непубличный характер. Однако отставка группы высокопоставленных дипломатов и советников Гейдара Алиева, Теофик Зульфигаров, Вафа Гулузаде, Эльдар Намазов, в 1999 году из-за неприятия уступок Баку по Карабаху до сих пор широко обсуждается историками конфликта. В РПА встревожены непонятным оптимизмом МИД Армении и Азербайджана по Карабаху. Больше чем сегодня в Азербайджане распространена точка зрения, что Пашинян не является выходцем из так называемого карабахского клана, и потому с ним легче вести переговоры. То, что само понятие «клана» далеко от реальности, и в руководстве Сержа Сарксяна большинство министров и советников не были выходцами из конфликтного региона, зачастую не принимается в расчет. Как не до конца осознается тот факт, что имеющиеся противоречия между Николом Пашиняном и главой непризнанной НКР Бака Саакяном касаются не вопроса о статусе Карабаха, а, скорее, о вертикали власти и лояльности карабахской элиты новым властям в Ереване. Не понимая всех тонкостей этой внутренней дискуссии, не осознавая, что карабахский мирный процесс, как и другие вопросы, стал частью разнонаправленных информационных войн, можно легко впасть в безудержный оптимизм по поводу скорого мира. Или в столь же неумеренный алармизм, если видеть в любом обострении на линии соприкосновения угрозу полномасштабной войны. Нагорно-Карабахский конфликт находится там, где он находится, то есть в условиях отсутствия готовности элит противоборствующих сторон к уступкам, а также невозможности стран-посредников ускорить процесс урегулирования. И если Россия опасается ломки статус-кво, то США и Франция пока что не видят в Карабахе той первостепенной проблемы, которая заставила бы их переключить все имеющиеся ресурсы на ее разрешение. В то же время миротворческий оптимизм нужен для слаживания отношений Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Пашинян наконец-то избавился от приставки «и» как полноценный премьер, а не только «народный трибун», включается в рутинный переговорный процесс. И какие бы результаты ни были достигнуты, именно эти два политика понесут далее бремя ответственности.